Мы находимся в доме-музее Константина Шапкарина. Вот мне нравится древо. Круто. Итак, уважаемые телезрители, программа «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовия». Осенние новости из жизни нашей любимой республики Мордовия прокомментирует журналист еженедельника «Столица С» Денис Петрович Тюркин. Здравствуйте, не Константин Шапкарина. Когда сначала можно было показать, что у него в гостях, спасибо ему за предоставленное помещение. Он вот нам. Но если вы будете отвечать очень хорошо, да, он не выдержит, зайдет, сядет рядом. Подарит, перепишет мне эту квартиру. Нет, вряд ли. Добрый вечер. А он скажет, день, утро. Что я хочу прокомментировать более веско. И вернется к нам с кухни. Вот первый вопрос. Мы здесь недалеко у нас. Площадь советская. Как вы оцениваете, вот, как вам, вот, как ее нарядили для Нового года? Нарядили? Да, нормально, неплохо, мне кажется. Если какие претензии у вас? Претензии-то, не знаю, как-то я как-то спокойно отношусь. Я был здесь, ходил. Для меня лично, как бы, ну, она, наверное, нормальная. Я приходил сюда с детьми своими, мы гуляли там среди этих там собачек, там осликов, там кто-то еще ходят. Лошадки ездят, покатались мы на лошадке. Ну, дети рады, нормально, неплохо. Если быть каким-то придирчивым там горожанином, урбанистом, то, наверное, недостаточно каких-то фишек, что ли, там, если придираться прям уж совсем. Ну, не знаю, я скажу, когда я сразу отвечаю, что мне нормально, вот, норм, вот так. Именно Советская площадь. А как вам кажется? И вообще, как бы, город, ну, есть какое-то настроение, там лампочки, еще что-то. Я тут, в принципе, не придирчив. Я больше придирчив, наверное, в городской среде, там, в ее инфраструктурной вот в этом моменте. А это мне как-то не очень напрягает. А придирчивы ли вы к десяткам тысяч жителей Мордовии, которые играют в компьютерные игры? Вам как кажется вообще, почему люди играют в них? Хороший такой сразу переброс от Советской площади. Я сам играл в детстве, могу сказать, с товарищем. Мы сидели, прям просиживали вечера, играли Need for Speed, такую игрушку, может быть, помнит. Потом еще была какая-то стратегия, там строили мы что-то города вдвоем. Вот это было, ну, детство это последний класс и там первый курс университета. У меня своего компьютера не было, вот он был у него, товарищ, причем очень крутой. Вот, ну, как-то вот меня это затронуло, да, мне было любопытно, а потом вот меня отпустило, и после этого там прошло сколько-то лет, я дома, помню, с супругой мы какую-то игру купили, Машинариум, шикарная игра, мы вдвоем ее прошли, и опять меня отпустил, потом я опять купил Need for Speed, там другую часть, и вот сам как бы сыграл там 2-3-4 раза, и все. То есть я уже, наверное, несколько лет, лет 6-7, точно никогда не играл. То есть, другие-то зачем? Сейчас как раз веду, да, как бы не заинтересованы в этом, а другие, ну, ведь у кого-то какие-то свои интересы, кому-то нравится это. Вот мне нет, меня это не цепляет, меня радует действительность, я нахожу себя в ней. Хотя, конечно, как бы я немножко как бы знаю масштабы этого компьютерного, там, ну, так сказать, рынка, игры, так как хоть немножечко, но играл. Понимаю, что действительно можно там погрузиться туда по уши просто, там такие шикарные штуки, там такие миры и прочее. Но меня действительность больше интересует, чем... Вот. Это, у кого-то это переходит в стадию там, болезни, если говорить о каких-то играх азартных, там, переходит на азартные игры. Там, вот.
Так что, ну, все люди разные. А почему там 10 тысяч, вы сказали, да? Десятки тысяч? Как? Ну, это я с потолка, мне кажется, примерно столько. А вот в конце ноября Владимир Дмитриевич Волков встретился с руководителями двух IT-компаний, которые родом из Мордовии, и одному из них сказал: мы постараемся превратить Саранск в столицу киберспорта. Откроем здесь центральные офисы кибертурниров. Как вам кажется, это реалистичная цель? Я, насколько я понимаю, знаю эту компанию, она Bytex, кажется, называется. Я там был даже у них в офисе, знаю, что это очень крутые ребята. Но это он сказал руководителю Winstrike, Ярославу Да? Комкову. Вот про них я не знаю. Вот я знаю про Bytex, там они работают, там не совсем много их человек, но они работают там чуть ли не со всем миром, и это круто. Вот современный мир он дает возможность, находясь в Саранске, где угодно, там за Березово, Тимаре, выходить на связь со всем миром и делать продукт для всего мира, это классно. Ну тут, ну, Волкову, мне кажется, надо говорить как руководителю, что у нас здесь будет все больше, круче, шершавее и там еще что-то. Но я сомневаюсь, что... Шершавей? Ну да, условно говоря, что что-то у нас будет какой-то центр там киберспорта в этом плане. Но вот эти ребята, которых я знаю, они крутые, и это классно, что... Мало, кстати, кто про них знает, у нас как бы есть такое мнение, что Саранск это совсем уж попа мира, в какой-то степени это оправдано, но есть люди, которые делают Саранск сердце мира, вот из ребят из Bytex, они в том числе. По поводу попы мира, вот 23 сентября состоялось общегородское родительское собрание в администрации Саранска. Петр Николаевич Тултаев его вел, и вот он начал вопросом: почему так нередко происходят в наших школах случаи жестокого отношения друг к другу? А в конце, мне кажется, сам же ответил на свой же вопрос. Он рассказал, что он вырос в семье, в которой было 7 детей, причем отец всех порол ремнем, и он говорит: это пошло только на пользу. Вот вы как считаете, избиение детей идет на пользу? Ой, для меня тяжелый вопрос, потому что у меня сыну 7 лет. Посудят. И поэтому, нет, не в этом плане, нет. Тяжелый в том плане, что я сам, бывает, могу наказать ремнем, но я считаю, что прихожу к выводу, что это не идет на пользу. Любая агрессия, она, мне кажется, к ребенку нет. Но это очень тяжело. Вот просто я по себе понимаю, когда тебя не слушаются, и ты говоришь 20, 30, 50 раз, ты срываешься, и там, я не знаю, как еще можешь наказать, но когда ты наказываешь и все равно не видишь результата, и ты понимаешь, что нет, только добро может. А вот по поводу того, почему вот в школах и так далее, это совершенно ответ очевиден. Его знает каждый ученый этолог, который занимается поведением там, животных видов различных. Естественный отбор? Нет, здесь не естественный отбор. Любой вот такой как бы организм, тем более молодой, он выясняет какие-то отношения и прочее. И агрессивное вот такое вот поведение ребенка, оно совершенно агрессивно друг по отношению к другу, оно совершенно нормальное, потому что они, ну как маленькие, я не знаю, там, не буду сравнивать с этим, а то там постоянно мне и супруг говорит: да как ты можешь сравнивать там человека, и они как, ну маленькие, пусть щенки, они друг другом там кусаются и так далее. И они, самое главное, почему это происходит, потому что у них нет, они не понимают еще, они не набрались вот этой морали, они не понимают, что вот, условно говоря, плохо над кем-то издеваться, да, над каким-то ребенком, там, другим, травля, вот это вот все и прочее. Они этого не понимают, для них это такие вот на уровне инстинктов вот эти вот отношения. Поэтому я к этому совершенно, когда вот говорят: сейчас современный мир, там эти компьютерные игры, в школах там все друг друга. Ребята, это всегда было и всегда это будет, пока человек будет человеком, а не роботом, каким-то биороботом. Он как живое существо, он будет расти, будет кусаться, будет узнавать боль, страх и так далее через вот такие игры, эту злость по отношению друг к другу. А потом дальше, когда он уже будет накачан моралью и другими вот такими не генетическими, так сказать, вещами, он уже будет меняться там, и уже думать: вот я не могу там вот это травить, здесь это нетолерантно и так далее. А дети, они совсем другие, поэтому они действуют так, как в них заложила природа. Поэтому это совершенно нормально, что происходит в школах. Когда говорят, там мучают котенка вот ребята и так далее, опять же, это не сегодня произошло, не из-за компьютерных игр, не из-за снюсов, не из-за еще каких-то других. Это было и будет всегда, поэтому это нормально. Для детей это нормально. Вот так.
27 ноября Финансовый университет при правительстве России опубликовал итоги исследования качества жизни с точки зрения жителей столиц российских регионов. Вот у меня вопрос к вам. У нас что, пессимисты живут или это в реальности? Мы, горожане Саранска, оценивают общая оценка положения дел в городе на 65-м месте в стране. Ну, во-первых, к таким подобным вот различным рейтингам там, и опросам относиться нужно Вы не не то, верите? что скептически, нет, здесь просто выборка. Нужно понимать, что статистика, она кого не опрашивает, какую категорию людей и сколько, какой объем. Они, как правило, те, кто с ними соглашаются беседовать, там, с социологами и прочее, это люди все-таки такой с некоторой, ну, наверное, активной позиции, там, это первый момент. И эта выборка получается не совсем точная. Второй момент, она все-таки крайне узкая, немного людей. Потом третий, можно по разным аспектам все эти рейтинги выстраивать, поэтому я не понимаю, когда люди начинают возмущаться, когда какой-нибудь очередной там университет или компания выстроит какой-то рейтинг, и люди начинают возмущаться, говорить, что у нас не так. Да, ребята, относитесь к этому проще. Пусть кто угодно, хоть мы с вами сейчас будем каждый день делать рейтинги, это нормально. Это рейтинг, на взгляд, конкретной организации, конкретного человека. По поводу того, что якобы там саранские пессимисты, ну, не знаю, надо спросить тех, кто так считает. Мне кажется, наш город, в принципе, по сравнению для России, он очень неплохо выглядит, очень неплохо, на неплохом уровне. Он мне нравится, я бываю в Москве, в других городах России, и так получается в некоторых городах Европы. Чем он мне нравится? Он маленький. В этом его классная просто фишка, что ты можешь его пройти там, от одного конца в другой, проехать, и ты не будешь стоять в пробках. Это огромный плюс провинциального. Провинциальное это неплохое слово, это нормальное слово провинциального города, потому что ты его можешь из конца в конец быстро, чуть не за 10 минут там пробежать, на велосипеде проехать. И это, когда я приезжаю в Москву, я ненавижу этот город, это просто ужасный, там где люди постоянно торчат в пробках, и я когда стоял там часами, я думаю, господи, как здесь можно жить, это постоянно Ненавижу, спешно. но люблю. Нет, никакой любви к Москве нет совершенно. Я прям скажу, вот. Но, конечно, по качеству благоустройства, в первую очередь, Москва выше всех городов России. И здесь Саранску далеко, по качеству всякой брусчатки, там, всяких украшений тех же города там, и прочее, это понятно. Вот. Еще плюсы какие у нас неплохо, относительно неплохо развит общественный транспорт, хотя можно, конечно, поспорить, там есть момент, относительно неплохо. Но, как и любой другой небольшой город, российский, мы не говорим не про европейский, потому что там все иначе, там, по сути, один уровень, ты можешь находиться в деревне и в столицах, и у тебя будет такая же отличная дорога, у тебя будет там еще что-то, все, например, на таком же уровне, то в России несколько иначе, деревня это до сих пор она устаревшая. И если говорить про Саранск, то, конечно, здесь ему не хватает жителям там каких-то возможностей в плане там бизнеса, торговли. Здесь маленькие, небольшие зарплаты по сравнению с крупными городами, но это для маленького города это нормально. А бизнес-торговля что у нас? Рейдерство или высокая цена, потому что все имущество принадлежит там монополисту? Нет, я имею в виду про неразвитость бизнеса как такового. То есть как вы объясните главная причина, что нам мешает развитию бизнеса? Сначала скажу, что я имею в виду по поводу бизнеса. Это просто его распространение и разнообразие. Условно говоря, предоставление самого широкого невероятного спектра там, услуг, ну, в первую очередь. То есть, там, я не знаю, доставка еды. То есть у нас пока это все до нас еще только доходит, там, в крупных городах это уже давно. Вот. Ну и там каких-то, я не знаю, социальных такси, да, все что угодно. То есть разнообразных, самых необычнейших услуг. Почему это происходит? Мне кажется, просто потому что у нас здесь остается такая менее активная часть населения, поэтому она меньше потребляет, да? Меньше потребляет, нет, меньше производит, условно говоря, этих услуг. То есть остаются менее активные люди, более активно едут там в те же крупные города, там, где хотят они проявить, потому что как-то вот одно с другим связано, какой-то получается в некоторой степени замкнутый круг, потому что сюда может прийти крутая какая-то там, не знаю, сеть. Кстати, в этом доме вот было, продавали мороженое, Баскин Роббинс, да, то есть это такая закрыли? В мире это... Закрыли уже? Да, закрыли да? уже давно, как не бы она... да, значит? Потому что, слишком дорогая цена, ну да, там было все дорого, то есть ты можешь прийти с какой-нибудь услугой, там, я не знаю, перевозки кроликов
передержки кроликов на выходные там, с часу до 2 дня. Это будет супер там современно, только это вчера был в Тель-Авиве, там еще где-то. Но здесь это будет нужно одному человеку, и потому что у людей... Мы в Саранске просто снег сластим и едим, нам не нужен Баскин-Роббинс, получается. Да, пусть будет так. Вот, то есть ты можешь предложить, но у тебя не будет на этом спроса. Как бы здесь много слишком фактов, я не экономист, поэтому... Уточнял бы, очень интересно. 7 августа Федеральная служба госстатистики, тяжелая новость, значит, опубликовала ежегодную таблицу суммарного коэффициента рождаемости, число родившихся детей на одну женщину. И вот данные с 2012 года Мордовия стабильно 2-3 место с конца по вот этому коэффициенту, родившихся на одну женщину. Какие вам кажется главные причины этого? Это по России? В России Мордовия самая худшая. Ой, ну здесь опять же нужно, во-первых, помнить о том, что вот этот тренд на снижение, на падение рождаемости и на сокращение молодого населения и на рост людей старше 60, он не то что во всей стране, он во всех развитых странах мира, в первую очередь в Европе. Там большие споры по поводу, почему так это происходит и по каким причинам. Но это так. Я тоже несколько исследований что-то читал любопытных. Вот. Почему именно вот взрыв происходит в Азии, там рождаются там чуть ли не по 6 там, детей в одной семье. Ну, как бы там много причин, я сейчас не могу их назвать. То есть здесь Россия идет вот в таком тренде общеевропейском, общемировом, там много этих. Поэтому, а Мордовия почему еще более Мордовия, ну, не знаю, тут сложно сказать, не знаю. То есть это не какая-то депрессия, нищета, там, плохой уровень жизни, а это наоборот. Я считаю, основываясь на тех вот на данных, которых я изучал, не должно быть такого. Я считаю, что это норма. Нет, это норма. Это да, вот в развитых странах, посмотрите, как бы, почему вот Европа сейчас открыла уже границы вот этим мигрантам и так далее. Кстати, давно уже происходит, там, с 70-х, чуть ли не 70-х годов прошлого века, когда для меня было вообще шоком, когда я узнал, что в Норвегии, в Швеции очень много африканского населения, темнокожего, которые туда приехали еще в 70-е годы. То есть вот эти потоки пошли. То есть уже тогда в Европе вот эти процессы начались, что молодежи меньше, пожилых больше, нужны рабочие руки банально. А здесь Россия, как всегда, происходят все те же процессы, у нас все те же процессы происходят везде, во всех, считаю, сферах жизни, вот, начиная от услуг, там, да, демографии, но всегда с запозданием. Хотя странно, хотя мы по качеству жизни, по многим аспектам мы отличаемся от Европы, но вот все то же самое у нас происходит. Это непонятно. Там, мне кажется, даже экономисты и другие там демографы и так далее, даже они, мне кажется, не знают, почему так происходит. Много всяких там ответов дается. По итогам 2018 года Мордовия вошла в 30-ку лучших субъектов по качеству образования. А 27 августа Владимир Ильич Волков поставил задачу республике войти в 10-ку лучших региональных образовательных систем России. Как вам кажется, получится или что нужно для этого сделать? Не знаю, получится ли, даже не знаю. Я далек от современной системы. А вот когда вы учились? Образования. Когда я учился, скажу про филфак, мне запомнились буквально в положительном плане 2-3 преподавателя на лекциях, не на лекциях даже, а вот на парах которых мне было интересно, потому что это были не лекции в том понимании, что человек стоял и читал нам, а мы записывали. И ты сидишь там, засыпаешь, если он какой-нибудь старик там бубнит, там, помню, историк какой-то был. Вот. Либо если он читает громко и говорит, ну-ка не жуй жвачку, там, ах ты, я тебе сейчас, выгоню сейчас и так далее. И ты не спишь и там, записываешь, у тебя все равно в кукушке ничего не остается. А вот остается, у меня лично вот так вот осталось, когда человек ввел, преподаватель, какую-то беседу с тобой. Я помню, вот Светлана Александровна Жанова была, что она преподавала, риторику, что ли. Вот она очень у меня в голове отложилась, там, хотя было очень мало занятий, но вот потому что мы какие-то поговорки учили, еще что-то. Это было реально вот общение, и ты получал невероятное удовольствие от этого общения с таким человеком. Помню еще Татьяна Ивановна, кажется, Проникина по литературе, вот, не ошибиться бы, тоже мы обсуждали произведения.
Не то, что нам читали постоянно вот эти вот... То есть обратная связь, доброта преподавателя, да? Доброта, да, понятно, это как любой, вот как хороший родитель. Вот видите, я, наверное, там плохой, потому что я, когда меня не слушают 20-й раз, я злюсь и все. А здесь, когда люди, они из 20-го раза, когда ребенок, студент, то бишь не понимает, они все равно сохраняют спокойствие, добро объясняют и еще беседуют. Вот так вот как-то взаимодействуют, играют с тобой. Это вот такие ну, и нужны люди, которые в системах образовательных. Вот такие запоминаются. Поэтому, ну вот видите, их у нас было много, а у меня запомнилось 24-5. Ну, какая в целом система образования? Я не знаю. Я помню, что нам преподавали. Точнее, я не помню, что нам в журналистике преподавали, в том плане, там практика, да, и теория. Я совершенно не помню. Я помню, когда пришел работать я сначала в «Голосе», ну, будучи студентом, я там писал что-то. Вот. Ну, там как-то не ставили таких задач. Там, ну, как ты напишешь, так напишешь. Там. А в столице уже там другой как бы сложившийся стиль. И единственное, что я помнил из университета, это вот Любовь Александровна Поилуева у нас была. Она, помню, нам преподавала. Такой был что-то репортаж, то есть вот здесь и сейчас ты пишешь. Вот единственное, вот теоретически, что у меня в голове отложилось тогда, но может быть я не прав, потому что не объективен, потому что как бы сложно там судить по прошествии лет. И вот я когда писал какой-то, и до сих пор пишу, я всегда, должно быть настоящее время, вот это вот, ага. А остальное как-то все, вот оно у меня, ну как-то ты сбиваешься там, имеется в виду, сбиваешься как работник, как какой-то там специалист, уже работая здесь и сейчас. То есть, можно ли назвать нас готовыми журналистами, когда мы оттуда выпустились? Не знаю, наверное, нет, потому что есть два момента. Первый, ты можешь вот с детства как-то этим любить, этим заниматься, и писать интересно, там, заинтересованно, либо, если не говорить про журналистику, а, там, я не знаю, там, выпиливать лобзиком, и ты уже с детства в этом хорошо, в этом разбираешься, делаешь это, и приходишь уже куда-то на работу, и у тебя как бы ты уже знаешь какие-то аспекты, а учеба тебя еще как-то вот там обкатала, пристругала, либо ты и с детства этим не интересовался нифига, тебе мамка сказала, там иди вон, не знаю, чем ты будешь заниматься, иди вон туда сейчас на лобзиковый факультет, и там будешь лобзиком выпиливать, и тебе это неинтересно. Тогда, конечно, тебе ничего не получится даже после обучения. Но, вот я про университет, кстати, много говорят, да, нам там ничего не дают, у нее там то все фуфло, там МГУ наш, там Огарева. Но в этой ситуации я вспоминаю человека, который тоже, знаете, Олеся Тюлякова, моя однокурсница, со мной училась. Пока мы там занимались где-то фигней, там еще что-то там гуляли и так далее, я помню, она всегда делала все сама, все курсовые, все вот эти всякие вот работы, ходила в библиотеки, мы посмеивались там над этим, там, вот это там зубрил и прочее. Но именно ей вот было это интересно. И вот так и должно быть. То есть студенту должно быть интересно заниматься, а не там пинать там где-то там мяч там в подворотне, а потом говорит, да мне ничего университет не дал, извини, если ты сам это не хочешь, то он тебе не даст, как бы, тебе не будут же силком там заставлять и прочее. Поэтому в первую очередь человек, конечно, должен сам, когда он идет куда-то учиться, он должен быть заинтересован в этом, он с детства должен, вот ему это нравится. А те, которые не знают, вот, чем они хотят заняться, мне с этим сложнее, я даже не знаю, как и быть. Вот в этом году, если посчитать, были случаи предположительно избиения заключенных в мордовских колониях и акции протеста. Вот 5 марта, 20 марта в исправительной колонии номер 5 заключенные вскрывали себе животы, вены. 5-11 июня тоже вскрывали себе животы, избиения в колонии номер 7. В СИЗО номер 1 в октябре и в ноябре в этой исправительной колонии номер 7. И вот единственный человек, который сообщил публично в СМИ об этих вот избиениях, получается, это вы, и вроде бы из-за этого вас не включили в новый состав ОНК. Тут ситуация такая, вот сразу я заметно изменился как бы в лице после этого вопроса. Да, я был членом ОНК, это для тех, кто зрители не знает. Оказывается, я сам раньше не знал. Есть такая общественная наблюдательная комиссия, которая ходит по местам, там даже не лишение свободы, там, как она правильно, там, какая-то чиновничья аббревиатура, и там разные, там помимо каких-то колоний, есть же и СИЗО, то есть где люди время содержатся, есть всякие спецприемники, где по административно-наказательству люди бывают там, есть и вот, где иностранных граждан содержат временно перед тем, как выслать там в свою страну.
Вот, и мне предложил Василий Дмитриевич Гуслянников как бы войти вот в состав, там, в каком-то был, в 17-м, кажется, году. Я далек от всего этого был, хотя я в колонию ездил по работе несколько раз, но вот это же такая правозащитная деятельность, то есть вытаскивать на свет то, Очень что там, смело. то, что Я вот на происходит, такое не способен. то, что там происходит. Нет, там просто нужно как бы быть, опять же, к вопросу быть заинтересованным в этом, вот в этой правозащитной всей штуке. И когда я окунулся туда, вот, во-первых, я понял, что у нас вообще первое время ничего там там как же это происходит, этот процесс. Ты приходишь и спрашиваешь, если жалоба какая-то приходит, там, письмо, например, вот такой-то заключенный, там, осужденный, он там, его там не кормят, еще что-то, все такое, всякое такое, ты идешь и должен в первую очередь с ним поговорить. Вот. И ты с ним говоришь, а он говорит, нет, мне все нормально. А потому что мы сидим в одном кабинете, и тут же сидит начальник колонии. Конечно. Либо там какой-то там из ФСИНа там руководитель, который с нами ездил. И у него 100 способов тебя отомстить. Ну, Да, да, по режиму так. и так далее. Вот. И всегда у нас было нет, никаких как бы, претензий нет. И я помню, такая ситуация была, мы там ходили прям, там, не помню, что это колония, поселение, нет, не колония, поселение. Там один мужчина, прямо на улице, мы как спросили, есть какие-то жалобы? Да, говорит, у меня, я инвалид, а у меня вот клюшка была, и меня ее отняли. Ну как же так? То есть мы не по жалобе пришли, а просто вот так вот там, помню, уточнили. Как же так, стали выяснять, да, ему по закону она положена, а он говорит, что у него отняло руководство, там, от колонии и прочее. То есть вот это такой был один такой яркий, помню, случай. Остальные все как-то все гладко было, и не было никаких вот таких каких-то нарушений. То, что произошло в СИЗО, там еще сейчас идет проверка, которую Следственный комитет проводит. Вот, поэтому тут рано говорить о результатах, то есть подтвердилось или нет, вот то, что там эти ребята говорили. Вот, по поводу того, что меня не включили в новый состав, ну, я тут не могу это утверждать, потому что решение принимается в Москве вот в этом аппарате. Я бы сказал, что, наверное, даже и правильно не включили, потому что я считаю, что пользы от меня было немного, я ездил не так много. Такие люди, как, вот, например, Василий Дмитриевич Гуслянников, как Вадим Самылин, коллеги мои, вот Павел Фоминов, он тоже не вошел, он сам, кажется, кандидатуру свою не дал подавать. Они специалисты в праве мощнейшие, и плюс как бы и вот как-то вот это как будто их такая среда, вот, то есть выцеплять, вот это такой юридический там аспект, момент. Вот они, да, они огромную пользу принесли, а мне кажется, что я недостаточно работал, что как-то мало. Поэтому, наверное, вы правильно сделали. То есть мне здесь сложно судить. Я не связываю вот с тем случаем, что там мы написали. Может быть, там я ошибся, потому что УФСИН считает, что мы неправильную информацию преподали, что там никого там не скрывали и так далее. Но, повторюсь, сейчас это проверяет Следственный комитет, и потом посмотрим, когда результат проверки будет, там уже можно будет говорить, что кто прав, а кто не прав. В Саранске 105 тысяч пенсионеров, 30% населения. В Мордовии 256 тысяч пенсионеров. А на 1 ноября реестр инвалидов в Мордовии 69 тысяч почти инвалидов, 9% населения. Первая группа, самая тяжелая, 10 143 человека. Как вам кажется, вот у нас город, республика приспособлен для их передвижения по улице? Конечно нет. О чем тут можно разговор вести? И, кстати, вот эта тема для меня такая очень острая. Почему? Потому что, когда говорят вот инвалиды, малогабаритные люди, маломобильные и так далее, я считаю, что не нужно забывать еще людей, которых на самом деле больше, гораздо больше. Это мамы, папы с колясками. Это такие же мало, так сказать, хотя не, я не назвал маломобильными, ездим где хотим, там, положил машину, коляску или там прочее. Я гуляю с ребенком по Светотехстровой, по юго-западу, я весь юго-запад там с ним облазил и прочее. Поэтому здесь не только инвалиды, здесь родители с колясками. И для них наш город не приспособлен, отвратительно, плохо. Пожилые люди с палочками. Пожилые люди с палочками, да, наверное, потому что им даже банально. У них сейчас нам сложно, ну, смешно там, да, как говорят, да как-то вы что-то ногу не перенесешь через ступеньку, что ли. Вот именно что, да, им сложно даже через ступеньку. И даже банальные, простые вот эти вот с тротуаров переходы, когда стоят бордюры, когда с Женей Шевчуковым, архитектором, снимали ролик, там, может потом ссылочку хоть дать или еще что-то там, показывали, что это очень просто. Просто вот эта вот, так сказать, безбарьерная среда, просто положите бордюры плоско. Или вообще не кладите, и все, уже
уже много проблем решится. А у нас еще в подъездах, на входе подъезда у нас вот в России так принято, что подъезды всегда там чуть ли не надо подниматься не 150 ступенек. Я вообще не знаю, для чего это сделано. Считают, что типа это северные стандарты, чтобы снег там что-то не заметал, не наваливал кучи. Но, блин, ребята, это на Камчатке, где там такие снегопады есть, но не здесь у нас же, когда нет таких снежных, условно говоря, проблем, поэтому я не понимаю, почему у нас все входы в дома, вы обратите внимание, в подъезды многоквартирные, они на большой высоте и нужно подниматься. А посмотрите, есть ли в них пандусы? Конечно же нет. Я когда поселился в свою квартиру на юго-запад, переехал в 2009 году, потом родился сын, и возник вопрос, как поднимать коляску. Вот мы с отцом просто вдвоем сделали сами пандусы и все, и потом другие стали им пользоваться. Поэтому на вопрос, конечно, не приспособлен. Помню, была такая суета, как раз Ушков был мэром, Владимир Федорович, он активно продвигал идею. Кстати, я его считаю очень неплохим, так сказать, предшественником Петра Тултаева. При нем очень много было в нашем городе сделано, и освещение в первую очередь. Весь город стал, улицы освещены. Помните, может быть, там кто постарше, наверное, все-таки молодые, потому что мы как гуляли там по ночам, в 2 или в час ночи свет вообще вырубали. Представляете? То есть вот просто бах и все, света нет. Это было начало 2000-х, там конец 90-х, что ли. Ну, вот, и все, и света нет до утра. Вот при нем, во-первых, стало нормальное освещение ночное, вот эта вот идиотская традиция ушла, отключение этого света. А при чистоте улиц, это мы при нем в рейтинге поднялись? Почему я вспомнил его, как раз при нем вот эта пошла идея, он продвигал всячески пандусы в магазинах. Там прям заставляли жестко владельцев, этих ИПшников, всяких бизнесменов, чтобы они строили вот эти пандусы. И у меня еще товарищ, архитектором был, он сейчас есть, как бы, мы с ним мало общаемся, он мне показывал все вот эти вот там, прям там их сотнями эти проекты все были по строительству пандусов, и доходил до идиотизма. То есть вот идеи хорошие, да, надо сделать так, чтобы был доступ в магазин вот для там колясок и прочее, но доходил до идиотизма. Их делали там такими загибающими, загогулинами, там чуть ли не на 5-й этаж надо было подниматься. То есть вот у нас люди на инициативу власти откликнулись в какой-то степени плохо. Вот, то есть не всегда она была нормальной. Сейчас можно это видеть, какие-то обрубки, там какие-то короткие, они там все там и прочие, то есть не везде. Но хотя бы при нем это все началось, вот, но пока ничего не закончилось. И мне кажется, именно при нем вот Саранск вышел по чистоте города на высоту. Пожалуй, да, потому что Тултаев стал в 2012, кажется, году мэром. 13-м. А вот это вот конкурс, который проводился в России, это, мне кажется, факт, действительно так. Я по многим городам поездил, я помню, с мусором огромные проблемы в других городах. Кстати, да, такой момент, кто не знал, именно Сушков стал инициатором прихода ремонтников сюда, в Саранск. Пригласил, да, их? Да, да, это и была инициатива, именно его, насколько я знаю, и они работали. Из Германии. Это компания, да, немецкая, но она во многих странах мира работает, и они работали тогда в Дзержинске, Нижегородской области, я помню, то есть тут относительно неподалеку. И вот он там ездил туда и прочее, вот, и он пригласил, это было в 11, кажется, году они к нам пришли. Вот, поэтому по поводу чистой я соглашусь, да, Саранск чистый город. Вот похвалили Сушкова, теперь давайте похвалим или поругаем МВД. 7 сентября назначили нового министра внутренних дел Борис Маркович Шенькин, до него был Юрий Васильевич Арсентьев. Вот новый министр привлек 2 соратников из Москвы, назначил на руководящую должность. Какие пожелания новым руководителям МВД, или может как система участковых должна развиваться? Мне, в первую очередь, как журналиста, быть более открытым. Вот с Арсентьевым я знаю... Только одно интервью, да? Он пресс-конференцию только одну дал, да? Да, то есть он как-то не шел. Мне кажется, это неправильно, как ты как человек публичный, то есть такая должность. Вот, это неверно. У меня такая просьба идти навстречу журналистам, больше там, общаться, там, интервью и так далее, потому что журналисты это такие... Пусть, неважно, сейчас уже так говорят о традиционном адмирании там СМИ, да, традиционно там какие-то блоги, пусть там встречается с блогером, еще с кем-то, но это такие передатчики между
связующее звено между властью и обществом. Вот поэтому им нужно больше давать информации, я считаю. По поводу того, что должно как бы, что там менять, там, участковый или прочее. Ну, тут, во-первых, это же все идет сверху у нас, как бы, в стране, поэтому это же все реформы идут из Москвы, поэтому здесь мало что конкретно он там или еще кто-то может изменить. Но я что скажу, я считаю, что последние годы система МВД реформирует совершенно правильно и движется в совершенно правильном направлении. Меня радует то, что происходит. Она становится, наверное, честнее. Она становится честнее. Я работаю в столице 2006 года. И я помню, какая была ситуация, например, я плотно работаю с ГИБДД, я помню, мы могли ехать, там, патрульной машине, они могли ехать 90-100 по городу, я говорю, ребята, вы что творите, как бы, вы первые, я вот всегда был ошарашен, когда вот это смотрел на это, как они действуют, или когда был там начальник ГИБДД, там, Шелудяков, помню, он с трибун говорил одно, а сам действовал, там какие-то золотые визитки были или еще что-то совсем иначе, то есть призываешь соблюдать, а сам плюешь на это, не пристегиваешься, там многие гаишники и так далее, там, как они ездили пьяными, там другие милиционеры тогда. Вот. И я не понимал, как такое вообще возможно, когда ты декларируешь одно для людей, а сам действуешь иначе, это было для меня шоком. Так вот, с тех пор очень сильно изменилось. Это они попались на коррупцию потом, да? Ну да, но это, повторюсь, как бы это такая, тогда Нургалиев была такая реформа общероссийская. И сейчас как бы уже ты почти не увидишь не пристегнутых гаишников в патрульной машине, там, вот, их жестко контролируют, у них там внутри камеры в машине и прочее. Общественность, опять же, их может легко там сфотографировать, прислать видео их нарушений, их накажут за это. Это в том числе плюсы общественного контроля, то есть общества. Но здесь, вот именно здесь, как бы все это на моих глазах происходило, поэтому я считаю, что здесь даже больше сыграла роль вот именно власть, верхушка власти, которая инициировала, запустила реформу, а вот общество снизу, благодаря каким-то активистам, YouTube там, активистам, оно помогло этому процессу, и вот то, что сейчас происходит в МВД, ведет в нужном направлении, на мой взгляд. Вот выяснилось, что в 2018 году по распространенности ВИЧ-инфекции Мордовия в 1,5 раза у нас распространенность меньше, чем в России, под музыку рассказал, и в 2 раза распространенность в Мордовии ВИЧ-инфекции меньше, чем в Приволжском федеральном округе. И действительно так у нас мы в более безопасном. Ну, много вопросов по статистике. Я повторюсь, там мне сложно, вот когда ты не владеешь там данными, сложно их сколько на учете стоит, разделить на общее количество? Их сложно оценивать. Я там, например, по безопасному дорожному движению, тут я могу оперировать какими-то данными. А тут, ну, насколько я знаю, вот взаимосвязь есть прямая между, как это неудивительно, между благосостоянием людей. То есть чем больше, вот, что странно, люди зарабатывают, тем больше они начинают впадать в все тяжкие наркотики и так далее. Простой пример, есть у нас такой город Тольятти, где АвтоВАЗ, там, если не ошибаюсь, там самый высокий процент там наркоманов и вот ВИЧ в том числе, то есть как бы там плюс еще там проблем моногорода и так далее. Вот, а здесь то, что у нас их мало, ну, наверное, у нас действительно не достаточно бедный регион, поэтому, наверное, если учитывать эту зависимость между благосостоянием этим, а если не поэтому, наверное, так. Если не я не знаю, потому что я не в этой теме. Не знаю. Да, я тоже. Вот у нас 26 сентября избрали нового руководителя Союза женщин Мордовии, Ольга Игнатова. Такой у нас даже есть. Да, да. Кстати, вот 2 ноября представитель корпорации развития сообщил, что в Мордовии зарегистрировано 1500 некоммерческих организаций, и систематическую работу ведет менее 35. Так вот, избрали нового руководителя. Как вам кажется, у нас в Мордовии права женщин соблюдаются, или их ведь почти, ну сейчас вот уже 2 министра, зампред правительства, ну вот с вашей точки. Кстати, прокурором Пролетарского района стал женщиной на днях. Да, тоже. Впервые, насколько я знаю, в прокуратуре. И судей много женщин. Ну да, соблюдаются ли права женщин, я не знаю, честно, я не знаю. Тут насчет феминизма, поэтому хотели, да, пригласить со мной девушку из феминистского, да. Я не знаю, честно, ничего не могу сказать. Как к феминизму вы относитесь? Никак. А если будет претендент женщин на выборы главы республики,
Вы... Вот если так, кстати, я за. Вот мне кажется, что надо разбавлять больше. Да. Я прям, если будет умный человек, почему нет, нормально. Даже если президентом России будет давно, вот, кстати, пора уже Путину на отдых идти. И я думаю, даже среди женщин мы найдем умного человека. Давайте женщину выдвинем на пост президента России. Я не против, нормально отношусь. Я не разделяю водителей женщин, как говорят, там, женщин, обезьян с гранатой. Я тут совершенно считаю, что даже они аккуратнее в какой-то степени. Ну, Вот. Поэтому... Про феминистов в чистом виде. Не, я не хотел бы тут такие на себя, от меня далеко, да, поэтому я могу лишь просто сказать, что если вот там человек как бы адекватный, нормальный, там, добрый, мне не важно, там, кто он, феминист, анонист, гомосексуалист и прочее. Главное, чтобы я там к нему сзади не подходил, еще что-то. То есть я как бы сам этим не являюсь, поэтому я не буду питать к нему зло или еще что-то там, его там как-то травить или так далее. Для меня, наверное, можно сказать, я толерантный человек. А вот интересно, насколько для вас важен национальный и конфессиональный фактор? 20 сентября избрали нового руководителя национальной культурной автономии татар Якта Шлар, а 23-25 октября съезд Межрегиональной общественной организации мордовского, макшанского, рязанского народа. Как вы кажется, у вас существует эта проблема? Или не притесняет ли какую-то национальность, конфессию? А вот это любопытный для меня вопрос, я много на счет этого думаю, именно вот про мордовский народ. Мне кажется, что проблема есть, проблема вот в сохранении мордовского народа. Мне кажется, что и самого мордовского народа уже нет. На мой взгляд. Это, я поясню, мы полностью растворились в русских. Я сам, кстати, мордвин, и, как видите, говорю по-русски. А рязанин, макшанин для вас это не принципиально? Макшанин я, мы полностью, причем этот процесс идет, как мы знаем, давно уже, там, чуть ли не с 13-го, там, 14 века. Вот, этого растворения. И давайте посмотрим, оглянемся, что у нас осталось конкретно нашего мордовского у нас. Язык, у нас даже алфавит придуман русскими в 30-е, если не ошибаюсь, годы прошлого века. То есть одним как бы языком. Традиции, давайте посмотрим на свадьбы, на дни рождения, еще какие-то. Празднуем ли мы в этих стилях? Насколько я знаю, нет в деревнях. Может, где-то там в глубинке какой-то. Поэтому... Как сделать так, чтобы праздновали, чтобы пели, чтобы мне разговаривали? Мне кажется, уже никак. Уже ничего не поделать, мне кажется. Я вот как носитель мордовского языка, мне даже вот сейчас сложно разговаривать по-мордовски. У меня отец все время говорит, давай, что ты по-мордовски говоришь, что? А мне сложно, потому что мозг же он ленивый, такое как бы существо, условно говоря, и он не хочет делать лишнюю работу, когда это ему не надо. Вот мне не надо в транспорте говорить, на работе говорить, да нигде не надо говорить, потому что меня везде окружает русскоязычное. И поэтому мозг, он как бы сказать, все, ему этот навык не нужен, и поэтому и для меня это боль в какой-то степени. Для меня, как макшанина, мордвина, вот я сына что-то там, пытаюсь там учить как-то. Но я понимаю, что все, уже, я не знаю, вы как хотите, ребят, но уже, мне кажется, и эти все процессы, они идут очень давно. И ничего с ним поделать нельзя, потому что мы уже полностью растворились в этой культуре. И хорошо ли это, плохо, я не знаю. С точки зрения сохранения такой уникальной народности, конечно, это плохо, о чем можно говорить речь. Но я вспоминаю такие, и мне кажется, через сколько там сотен лет вообще не останется никого. Я вспоминаю пример балтских народов, это курши, еще забыл, как называется, которые жили на территории современной Калининградской области, Литвы, Латвии в средние века, до средних веков, когда к ним пришли, на их земли пришли рыцари ордена, они построили свои замки, то есть такие как бы главных точках там, на их территории. И те просто растворились, ассимилировались, и исчезли. И сейчас там, потомки этих вот балтийских народов, они там какой-то совсем мизерный процент вот, в литовском населении, еще в каком-то. То есть что мы увидели? Мы увидели, что более
развитые народы. Что такое развитый народ? Это с письменностью, там, с какой-то там, я не знаю, культурой. Они просто подавляют, растворяют в себе народы, получается, вот без своей там письменности. У балтийских народов, насколько я знаю, не было своей, какой-то письменности, мне кажется, не осталось, пусть историки там такие поправят. Вот, у мордвы вроде как тоже нет, хотя, может быть, я не прав, тоже пусть поправят. Поэтому произошел такой естественный процесс, вот, и мне кажется, с ним уже ничего не поделать. Денис Петрович Тюркин. Спасибо вам большое.